я приглашаю активистов или инициативную группу Камышлинский район, село Старая Ермакова, где мы, сельчане, много лет пытались добиться попасть в эту программу и не попали. Поэтому мы сами самостоятельно сделали гидротехническое сооружение самостоятельно. Он со шлюзами открывается, закрывается, все регулируется. Абсолютно. Ну, СОП-то это федеральная собственность, это не ваша речка, это большая река. Несмотря на это, мы все-таки сумели этот вопрос решить. Конструкция простая, в то же время и надежная. Я вас приглашаю, пожалуйста, прежде чем попасть в вот эту программу, потому что будет не просто завтра, послезавтра не решится. Вот, чтобы вот дальше не продолжать вот таким образом засорять ваше русло, ваше, вот, это, скажем так, оврага, сделаем элементарное сооружение. Глина вообще пользоваться не будем. И мы тем самым остановим процесс дальнейшего заиливания этого, да, и деградации вашего села. Это первое. Что касается дальнейшего, у меня просьба такая. Я обращаюсь к замглавы района, считайте, и главе района. Вы меня, пожалуйста, проинформируйте, когда вы обратитесь в Министерство лесного хозяйства о том, чтобы вы хотели бы решить вопрос по гидротехническим сооружениям там-то, там-то, там-то. Мне, пожалуйста, копию дайте. Я с Ларионовым, нужно будет Нефедовым, нужно будет губернатором, встречусь и этот вопрос буду поднимать и говорить. Так, это второй момент. Третий момент. Самый важный момент. Вы поймите, что сегодня и губернатору, и председателю правительства, и к Ларионову я должен идти доказательной базой. Если я скажу «надо», он скажет «всем надо». А почему им надо? Докажи. Необходимо, что сегодня им надо, а не завтра. Вот этот аргумент. Давайте все помогите районному руководству, чтобы аргумент был действительно весомый, чтобы я мог и перед губернатором, и перед председателем правительства спокойно сформулировать, как и почему. Понятно вам это? Это вот третий момент. А что касается, вот, что вы, да, действительно не получили грант. Многие, кто не получили грант, гневные письма мне писали, также, да, и мне писали. Я после этого с министром встречался сельского хозяйства. Он тоже мне показал пачку гневных писем, которые ему пишут. Конечно, вопрос эти очень сложный, но поймите меня правильно. Вот в Богатовском районе, когда вот этот шум, гам, 2,5 часа кричали на меня и орали, что я, Валитов, приехал, чтобы их обманывать, в конце концов они пришли к одному заключению. Главное, ребята, давайте обратно создадим колхоз. Другого варианта у нас нет. Вот люди говорили, как назовем? Кооператив, ООО, УАО. Это не имеет значения организационно-правовой формы. Но поймите меня правильно. Один ничего мы не сделаем. Ничего. Мы не те фермеры, которые имеются на Западе. Сегодня фермер на Западе получает финансовую поддержку из бюджета 22 раза больше, чем мы. И конкурировать с ним не так-то просто. И поэтому я вас очень прошу. Возможно, в этих условиях можем только мы, работая коллективно, совместно. В какой форме? Это вы подумайте сами. Вот когда в Камышле мы говорили о создании вот этого кооператива, тоже люди спорили. Но зачем сейчас нам? Мы не сможем. Сумели, организовались, и теперь уже сами радуются. Потому что они поняли, что по одному они все равно ничего не смогут. А сообща у них все получается. Кто-то заболел, у кого-то какая-то проблема. Они друг друга меняют, спокойно работают, и работа идет постоянно. Поэтому я вас прошу, сейчас же возьмитесь и за это дело. И еще одна просьба. Вот у вас здесь Дом культуры, у вас есть школа. Если в селе нет производства, а за производство постепенно уходят доходы, как у населения доходов нет,
так и доходов не будет у сельского поселения, потому что они откуда формируются? Земельный налог у него, и у него налог, который получаем мы, так называемый подоходный. У него других источников нет. Если здесь вы не работаете, у него тоже денег нет. Тогда и дорогу ремонтировать не сможем, и улицы освещать не можем. Нет у него источника для этого. И он должен быть заинтересован, чтобы здесь была сфера производства, чтобы вы получали доход. От этого дохода он получит доход поселения. Давайте вот и эту проблему совместно решим. И последний социальный вопрос. Вот когда все это будет, мы сохраним и село. Тогда у вас будет и Сабантуй, тогда у вас люди, которые уехали, приедут сюда, тогда этот вопрос запоет. Почему я это говорю? Вот смотрите. В Похвисевском районе есть совхоз «Северный ключ». ОАО «Совхоз Северный ключ» до сих пор занимает, так называется. Там Кукушкин Николай Тимофеевич, вот недавно мы его похоронили, Царство Небесное, человек 5 имел орденов, это выдающийся человек Самарской области. Вы представьте себе такое село, значит, Савруха и еще 5 отделений. Школа, клуб, дом культуры, медпункт, садик, дороги, значит, дома. Все, значит, в балансе совхоза. Все в балансе совхоза. С бюджета они ничего не получают. Представьте себе, все. У них работает, вы представьте себе, фельдшерский, акушерский пункт работает. У них там 4 врача. 4 врача. Вы можете представить? Почта, отделение Сбербанка, все есть. И самое интересное, люди работают, средняя заработная плата 20 тысяч рублей. Сегодня 36 тысяч голов свиней, 1200 голов коров. Вы подумайте, люди там никаких проблем не знают. И вот у них тоже в 1996 году начался процесс распада этого хозяйства. Кукушкин Николай Тимофеевич, я с ним в очень хороших отношениях, он говорит: Гумар, а был я первый зам главы района. Приезжай, у меня собрание. Тут говорит, кошмар. Вы представьте, Кукушкин вышел, вот тот народ, как вот вы здесь, все кричат: не будем в совхозе работать, хватит, значит, работать на это государство. Мы на себя хотим работать. Долго выдержал Николай Тимофеевич и сказал: пока я живой, совхоз будет. А кто не хочет работать, встаньте. 24 часа освобождайте квартиру. Ребенка заберите из детского садика. И вон отсюда.